все-таки мы собрались, чтобы поговорить о передаче. I believe that passing is the most important fundamental in our sport. Я верю, что пас – это наиболее важнейшая часть фундаментальной действия баскетбола. Even more important than shooting. Даже больше важнее, чем бросок. Because all players, not even the players that are not very smart, can shoot. Интересная ситуация. Даже те игроки, которые не очень умные, они могут хорошо бросать. But only the smart player know how to pass the ball. Но только умные игроки знают, как и куда отдавать передачу. So usually, a good team, a smart team, is a team of players who knows how to pass. И обычно ситуация, умные команды выглядят тогда, когда в их составе есть игроки, группа игроков, которые умеют отдавать передачу. And usually, good teams pass well the ball and have high number of assists. И обычно команда, которая хорошо играет и успешно играет, она очень хорошо передает мяч и имеет высокий уровень, высокий номер ассистенции. And have a low number of turnovers. И имеет низкий уровень ошибок или меньшее количество ошибок команда совершает по сравнению с соперником. I am not very crazy for statistics. И я не такой безумный и не так сильно смотрю на статистику. But there is one statistic that I always control before playing against another team. Но одна часть статистики, которая наиболее важна для меня и которую я контролирую до того, как играть с соперником, с противоположной командой, до игры. And this is the ratio assist and turnovers. Это две части: ассисты и turnovers, ошибки. Good normal teams and bad teams usually have this number below 1. И нормальные команды имеют эти номера меньше единицы. And good teams have always more assists than turnovers. And this number is more than 1.5, sometimes 1.7. И суперкоманды имеют больше ассистов, чем ошибок. И, так как сказал тренер, это 1.5, иногда и больше. Before discussing more about the passing, I also would like to try to give you my personal idea on our profession with the young players and generally speaking with all players. До того, как объяснить принципы и видение о передаче, он попытается вам объяснить, как он работает с молодыми игроками и на что обращает внимание. I think that it's very important that we understand why we go to a clinic. И сейчас очень важно понять для вас, для чего вы приходите на клинику, какая идея, какая цель прихода на клинику. I think one of the most important responsibilities for every trainer, for every coach, is to build his personal method. И наиболее важнейшая ответственность и задача каждого тренера, чтобы построить его собственную ментальность и философию. To develop your personal method, I think you must have clear what you want to teach to your players. И чтобы улучшить вашу ментальность и философию, вы должны иметь и чистую и ясную картину или идею, чему вы должны научить своих игроков. In these days, with all we can receive from outside, clinics, videotapes, books, films, we know a lot about the theory. Сейчас в наше время нет проблем с получением информации, потому что, как тренер перечислил, мы все знаем теорию, потому что можем получить книги, информацию по интернету и другие клиники. Все знают теорию. But especially when you are young in your profession, you can develop confusion if you have a lot of information. Но особенно, когда тренеры молодые, и у вас много информации, и очень часто может быть ошибка, потому что очень много информации, и не имея системы, получается как каша. То есть вы можете просто отрывками обучать или тому, или другому, и не будет системы, и не будет правильного подхода обучения. So I believe that your first responsibility is to understand that what you know about basketball is not completely what you will teach to your players. И первая и наиболее важнейшая часть вашей ответственности – это то,
две большие разницы. Вы очень много знаете, и то, что вы знаете о баскетболе, и то, чему вы хотите научить ваших учеников, это совершенно две большие разницы. Your responsibility is to find out a program that starts from here and arrives here, and in this street, in this way, you will take your players with you. И вам надо определить путь, откуда вы начинаете, куда вы придете, куда вы приведете своих игроков. И надо держать этой линии, строго придерживаться и знать, с какого пункта вы начинаете обучение и к которому вы приходите. И проводить своих учеников через весь этот путь, как за руку. You cannot teach your players all you know. Вы не можете научить игроков всему тому, чего вы знаете, что вы знаете. So your second responsibility is to understand at what level your players are, to understand what you can teach them. И вторая часть ответственности, надо вам понять, какого уровня ваши игроки и насколько они готовы воспринимать информацию и какую информацию, какого уровня знаний вы можете им передать и трансформировать. It's like with your sons or daughters. Это так, как с вашим сыном или дочерью. If they are 3 years old, they cannot receive instruction like when they are 7 years old. Когда им 3 года, они не могут получить те же самые инструкции, когда они находятся уже в более зрелом возрасте, в 7 лет или 8 лет. And the same thing is with players. И то же самое с игроками. If a player is at this level, he can receive some instruction. If he is at this level, he can receive different and more complicated instruction. И то же самое с игроками. Если игроки находятся на одном уровне, он получает определенного рода инструкции. Если, естественно, он на более высоком уровне, то инструкции совершенно другие и более широкого спектра действий. So if you have these two players with different levels of experience and understanding and talent, то есть мы пришли к тому, что у вас есть игроки в наличии, которые находятся на разном уровне опыта, таланта. if you use with this what you should teach one, this player will not understand nothing. И если вы начнете учить игрока, который находится на более низком уровне, чем игрок на высоком уровне, и требовать от него столько, и требования предъявлять такие же, то этот игрок, который находится на более низком уровне, не будет ничего понимать или будет разрушен, потому что он будет все время находиться под стрессом. If you do the opposite and teach to this player what you should teach to this player will be bored and will say, I know already, I'm wasting my time. Если вы будете делать совершенно наоборот, начнете учить игрока ниже уровнем, и при том, что игрок более высокого уровня находится и смотрит, и постоянно присутствует при этом, игрок более высокого уровня будет говорить, я это все знаю, зачем я просто трачу время свое, потому что я этот материал прошел, и для меня это очень просто, я давно... So I believe you must find a level of instruction that is challenging for the level of your player. Я верю, что вы должны найти такого рода инструкции, чтобы они соответствовали уровню. Offer him something that is difficult for him, but that with effort he can make. Предложите игроку такую инструкцию, которая будет тяжелая для него, но достижимая. То есть она будет тяжело достижимая, но достижимая. If you offer the player something that is very easy or too much difficult, you lose the player. Если вы предложите два пути, или очень легкую инструкцию, или наоборот очень тяжелую, очень сложную, недостижимую, то есть вы потеряете игрока. And more important, you will see the player who is not progressing, is not improving, and you will start to be frustrated yourself. И что наиболее важнее, вы увидите, игрок не прибавляет, игрок потерялся, то есть и вы начнете вопросы себе задавать, и вы будете сами в себе начать сомневаться, и разрушите самого себя, съедая. То есть я вкладываю очень много в игрока, а ничего нет никакого результата. I believe that developing teaching method is the most difficult part of our job like trainers, like coaches.
И вот то, что сейчас тренер объяснил, что обучить и правильному методу, и правильной инструкции игроков, это наиболее важнейшая и тяжелейшая часть в работе тренера. And I believe that we don't make enough effort to improve this like coaches. И я верю, что мы все имеем достаточно уровня и достаточно внимания и понимания того, чему мы должны обучить игроков. So here is the answer to the question that I made before. Why we go to clinic? И сейчас мы имеем ответ, который мы задали, на вопрос, который мы задали до того, почему мы пришли на клинику, для чего мы пришли. I believe we go to clinic to try to understand the methodology of the person who is speaking. И мы пришли на клинику для того, чтобы понять методологию или метод того тренера, который ведет лекцию. And maybe try to take one or two details to improve our personal system. И попробовать или попытаться взять с клиники одну или две детали, которые может помочь вам или поможет вам в использовании вашей системы в процессе тренировки. If you go to clinic to copy, you waste your time. Если вы придете на клинику для того, чтобы все просто записать и скопировать, и потом повторить, вы потеряете время. This is why my practices with my team are always open to coaches. This is why our practices with CSKA Komanda are always open to coaches. И это почему мы всегда имеем открытые двери, и Эдер Мессина всегда открыт для кооперации с другими тренерами, практически двери открыты, он приглашает всех тренеров в любое время. It's very stupid to think that you can have secret in this work. Очень глупо думать, что вы имеете какой-то секрет, который можно скрыть. For one simple reason. For one simple reason. По одной простой причине. If the person who comes to your practice is smart, soon or later he will arrive to the same point where you are. И тот человек, который придет на вашу тренировку или которого вы не пустите на вашу тренировку, рано или поздно он достигнет такого уровня, на котором вы являетесь. And if you help him, he will respect you. Но если вы поможете ему, то он будет уважать вас. If he is not smart, he can come for 3 years every day and he will not learn anything. Но если человек не очень умный, он может приходить каждый день на протяжении 3 лет и ничего не выучить. This is why my practices are open. Это почему мои тренировки всегда открыты, двери открыты. If you are smart, you will come and you will get something. Если вы умны, вы придете и вы возьмете что-то для себя. If you are not smart, you can come every day and you will not understand. И наоборот, если глупы, то будете каждый день приходить хоть в жизнь, если ничего не будет происходить. So I think that to keep secret is not good. И поэтому я считаю, что держать что-то в секрете это неправильно, не хорошо. Because if you want to keep secret, it means that you don't have respect of the other coaches. И если вы пытаетесь иметь какие-то секреты, это означает то, что вы не уважаете других тренеров. So everyone who wants to come to our practices of you is more than welcome. И по этой причине все, кто здесь находится, и каждый из вас, кто хочет прийти на тренировку к Эдеру Мессине, пожалуйста, всегда двери открыты, и он приглашает. Now we want to discuss about the passing now. Can I have one ball? Vladimir. So, about the passing. First of all, it's important to know the techniques. Первое, наиболее важно знать технику передачи. And this is what we will talk after. Okay, first, первое, techniques. Первое – это техника. After, you must know how. I'm sorry, you must know when to pass the ball. Второе – это вы должны знать, когда отдавать передачу, в какой момент. The timing of the pass. Тайминг передачи, время передачи. And the third thing, you must know who you are passing the ball to. И третье – это вы должны знать, кому вы хотите отдать передачу. И вы должны знать, кому вы действительно отдаете. I cannot make the same pass to all players. Я не могу отдавать одни и те же передачи одним и тем же разным игрокам по позициям 5, 2, 3. This is what I call the tactic of the passing. Это я называю тактикой передачи.
Because you can be excellent passer for techniques. I can have excellent techniques of passing. Excellent. Вы можете уметь очень технически правильно передавать передачи, но это ничего не означает. But if I don't know when and who to pass the ball, но если я не знаю, когда и кому отдавать передачу, то ваша техника ничего не будет значить. I will waste all my techniques. И я потеряю, просто потрачу всю свою технику ни для чего. So we all know the technique and the teaching method for the passing. Oh, you all know. I don't want to waste your time with this. Вы все знаете, как учить передачи, я не хочу тратить ваше время на обучение, как правильно давать передачу. I understand. Никита. I only want to point out a few things. First of all, я хочу обратить ваше внимание на некоторые детали. Most common mistake in passing is not to use your legs. Наиболее повторяющаяся ошибка, которую игроки совершают при передаче, не используют свои ноги. Most of the players think that to make strong passes, you need to have strong arms and strong back. И многие игроки думают, чтобы отдавать сильные передачи точные, вам надо иметь сильные руки и сильную спину. Maybe this is true. Может быть, это правда. But I believe it's much more important to bend your knees. Но я обращаю ваше внимание, что наиболее важно это как вы используете свои ноги. Вы должны согнуть свои ноги или сгибать свои ноги. If you bend your knees, pass is straight and strong. Если вы согнули свои ноги, как вот в этом случае, как показал тренер, то ваша передача идет сильнее и точнее. If you don't bend your knees, pass is soft and you use this part of your back, which is not good for you. Если вы не сгибаете свои ноги, то ваша передача идет мягче, и вы используете только спину, как тренер показал, то есть ноги не включаются. So whatever pass you make, you need to bend your knees to make the ball arrive fast and strong. Любые передачи, которые вы используете от пола или по воздуху, вы должны использовать ноги, согнуть ноги и включать ноги в передачу. Now, about techniques, I believe it's very important that we understand that now in these days, you must play against aggressive defense. И то, что касается техники, я верю, и вы наверняка все знаете, что мы должны знать и уметь, как использовать передачи при агрессивной защите, потому что сейчас защита очень агрессивна. So only in the open court, in transition, you can make passes with two hands, like this. Сейчас только на всю площадку при переходе от защиты в нападение, транзишн, вы можете использовать такую передачу двумя руками. Or like this. Или откройте, или из-за головы. But under defense, under physical pressure, но под давлением, под агрессивным давлением, под физическим давлением на вас, на игрока с мячом, it's not possible to do this and make the classic two hands pass. невозможно сделать один удар и отдать передачу двумя руками, потому что вы будете находиться близко к защите, защитник будет перекрывать линию передачи. So I think we need to teach our players what I call the pass with 1.5 hand. Нам надо научить игроков отдавать такую передачу, которую тренер называет одна плюс половина другой руки. So all the passes that you do, starting with two hands, все передачи, которые вы делаете, начинаются двумя руками and finishing with one hand, и заканчиваются одной рукой. Вы придерживаете вспомогающей рукой и отдаете в конце одной рукой. So under pressure, you can, for example, go from the dribble to the pass. Под давлением вы можете идти из дриблинга, отдать передачу, но вы берете ее сначала, ловите двумя руками и придерживая, отдаете в конце одной. If you see all the good players of these days, если вы видите сейчас в наше время все супер игроки, хорошие игроки, they all finish the pass like a quarterback in football with one hand. Они все заканчивают как квотербэк в американском футболе одной рукой, но придерживая второй. They finish the pass. They do not do the pass. Они не заканчивают передачу одной рукой, но не делают передачу одной рукой. Because Это разница. We don't want to see this. Мы не хотим, чтобы вы с дриблинга отдавали передачу одной рукой. Because this, if now, go behind. Now, if he's there, I lose the ball. You understand? This is clear.
Почему? Потому что если будет заполучение и вы решили отдать передачу одной рукой, вы не сможете остановить ваше действие, и это будет потеря. So especially with young players, you must insist with them that the pass begins with 1.5 hand. There is a leading hand, which is the strong hand, a support hand, which is the left hand. Okay? Вы должны обращать внимание молодых игроков, особенно молодых игроков, что передача идет не одной рукой с дриблинга, а 1,5 вспомогательной руки. В данном случае левой, потому что чтобы вы не совершали ошибок и правильно делали передачу. If you remember, it's the same technique you use to go from dribble to shooting. Если вы помните, когда вы обучали точно такой же технике, переходя из дриблинга к броску. When you go from dribble to shooting, you dribble, and when you close the dribble, you go with the strong hand here to prepare the shot, and support hand here. You don't close the dribble like this, because if you close the dribble like this, now the shoot is difficult because you have to rotate your hands on the ball. Вы все прекрасно помните, как вы обучали. То есть после дриблинга ладонь находится на мяче, не сбоку от мяча, а на мяче. И вспомогательная рука, в данном случае левая рука, придерживаете, и вы поднимаете уже две руки на бросок. То есть вы не ловите мяч сбоку. При этом, как тренер показал, что потом вам надо переносить мяч в бросковую позицию, то есть терять время и менять позицию ладони. Вы сразу же с дриблинга свою ладонь держите на мяче сверху. And same thing when you shoot foul shot. You dribble the ball before the foul shot. You don't dribble like this. You dribble like this. So when you close, you are ready with strong hand under the ball, and then you can do this. То же самое, когда вы совершаете бросок штрафной, вы не стучите мяч двумя руками сбоку от мяча. Сейчас, как тренер показал, ладонь одна находится сверху, вы контролируете мяч, потом берете в две руки и в конце совершаете бросок с помощью вспомогательной руки, но одна рука заканчивает движение. You don't want to see your players, when they close the dribble, rotating the hands on the ball. Because if they do this under pressure, sometimes they rotate well, sometimes they rotate bad, and they don't have good catch. Мы не хотим видеть, чтобы ваши игроки были обучены при том, когда они готовятся к броску, они меняют позицию ладони при ловле мяча. Ладонь должна быть на мяче. Потому что когда будет давление на них или агрессивная защита, иногда они будут правильно делать ротацию ладони, иногда они не будут правильно, и мяч будет ходить, и при этом будет снижаться процент попадания, то есть от этого будет зависеть процент попадания бросков с дистанции против агрессивной защиты. So the technique start with one hand and finish. Start with two hands and finish with one. И техника в данном случае будет начинаться с двух рук, вы ловите две руки, и потом заканчиваете одну. And if you see, Anatoly, come here the ball, right? And if you see the games, you see that a lot of players who use the same techniques also to pass the ball to the left. Look, against aggressive defense. They have the ball here, and they go into the defense like this, or into the defense like this. И когда вы видите игры и высокого уровня игроки, вы видите, они используют точно такую же технику, чтобы подать с левой стороны площадки, отдать передачу к центровому. Они начинают передачу двумя руками и в конце завершают одной рукой. Они защищают мяч. So they pass the ball to the left, to my weak side, with the same technique. The ball is here, they go here, they protect with the elbow, and they use again at the end one hand. И чтобы подать передачу налево, используется точно такая же техника. Вы ловите мяч, и потом по повороте в левую сторону вы укрываете мяч двумя руками, и укрываете локтем передачу, и потом отдаете в конце одной рукой. Завершаете кистью одной рукой. One more time, they prepare the pass with two hands, and they finish with one. Вы подготавливаете передачу двумя руками, завершаете кистью одной. Okay? So just for our understanding, the first thing that we want to do, in addition to the normal teaching, is 1.5 hand pass. Для вашего понимания, что мы должны извлечь из этого объяснения? То, что учить игроков отдавать передачу одна и еще половина вспомогательной руки. Press. Go there on the wing. Andrei here on the wing. Okay.
Now you just, under pressure, you make 2 passes to the right, 1 pass, receive, dribble, pass to the left. Okay? Then receive, pass to the left. Just to show them. Под давлением Алексея надо давать передачу, и тренер готов. Now the exercise is very simple. Alexei, under big pressure, cannot go to the basket. Сейчас очень простое упражнение. Под давлением Алексей не может пройти кольцо. But he must make pass under pressure. Right. Но он должен уметь отдать передачу. Right. No problem. See, he has the body of the defender in front of him. He cannot use 2 hands. He cannot, because the pass is lateral. Okay? So he needs to use 1.5 hands. И вы видите, под давлением игрок находится постоянно напротив него и давит. И он не может использовать 2 руки для передачи. Он всегда использует 1,5 с вспомогательной рукой. И в конце отдает 1 руку. 2. Right. Sure. That's it. Get it? Get it? Right. Four. Very good. Okay? Second, that Alexei is helping me to show you. Второе. Алексей помог сейчас еще одну деталь показать. We want to teach our players, when they make a pass, to make a short step. Мы хотим обучать наших игроков, чтобы сделать передачу, отдать правильную передачу, мы используем как короткий шаг. Короткий шаг. Почему? Why? Press me. Because we don't want to make pass without moving the legs. Потому что мы не хотим отдавать передачу без движения наших ног, потому что под давлением вы будете терять баланс, защитник вас будет выдавливать. Сейчас, как это показал, вы теряете баланс, и неудобно отдать передачу, вы можете потерять мяч. Second, because we start discussing one very important point of our game, which are the angles. Второе, это мы начинаем обсуждение, что наиболее важнейшая часть в игре, это угол передачи. If he's overplayed, and I am under pressure, we need to find good angle to make a pass. Сейчас, чтобы отдать передачу под давлением, 2 игрока находятся под давлением, мы должны найти правильный угол для того, чтобы мы отдали передачу, удобную передачу. And if I make a little step, I help myself to find correct angle. И если я делаю маленький шаг короткий, как вот сейчас вы видели, то есть я нахожу правильный угол и не имею риска потерять передачу. If I don't make step, I have a bad angle. You see? Сейчас вы видите, ноги не двигаются, вы имеете плохой угол. Is it clear enough? Это достаточно ясно. Again. Right. Same thing in the pivot. Come in the pivot. Play. Hey, play the line. Stay in the line with me, Anatoly. Anatoly, right there. Huh? Bravo. Go down so we can see. Okay. Look, we have player with the ball and we have a center. Okay? Сейчас мы имеем игрока с мячом и центрового. When we discuss about angles, Когда мы обсуждаем now he has a good position because he's on the same line of the ball and the basket. о том, чтобы иметь правильный угол, сейчас позиция на одной линии центровой и игрок с мячом и кольцо. So if Andrei Vorontsevich is defending on the side, Если Андрей защищается со стороны сейчас, в какой позиции он находится? So I can find immediately angle, just making one good step. Я могу немедленно найти правильный угол для передачи, только сделав маленький короткий шаг. But look, if I have the ball here, same position, okay? And look if Anatoly plays below the line that goes from me to the basket. So, Сейчас смотрите, я нахожусь в такой же позиции, Анатолий будет на шаг на 1,5 метра ниже, не будет находиться на линии кольцо игрок и игрок с мячом. question, do I still have good angle? И вопрос, я продолжаю иметь хороший угол для передачи? Да или нет? Да или нет? Это вопрос. Конечно, нет. Okay? Сейчас я нужно дриблить. Even with good angle, even with good step, I have no angle.
Сейчас в этой позиции, даже с хорошим углом, даже если я буду делать короткий шаг, я не имею хорошего угла, то есть, потому что позиция изменилась. Для этого мы должны сделать дриблинг. So now I need to play more complicated. И сейчас мне надо изменить в своих действиях что-то. Because under pressure, Потому что под давлением, if I want to give the ball to Anatoly, если я хочу отдать передачу Анатолию, I need one dribble and make difficult pass. мне нужно сделать один дриблинг и отдать передачу, тяжелую передачу. I am going back to what I said at the beginning of my clinic. И сейчас я хочу вернуться, с чего я начал свою клинику. In this very simple situation of basketball, is it more important how we pass or where we stay on the court? Что наиболее важнее, как мы отдаем передачу, техника или где мы находимся на площадке? Что важнее, техника сейчас или понимание, где и куда? Сейчас очень важно, где игроки. Not what they do, where they stay. Сейчас очень важно. Is it clear? So for me, like coach, it's very important that I understand this. Это ясно для меня как тренера. Очень важно, что я понимаю это. Because if I'm here and I see my players, Потому что если я здесь, Stay lower, мои игроки, okay, try to be ball to the post, and maybe they lose the ball. Okay, we are making 2 against 2 in practice, in training. мы очень часто играем 2 на 2 на тренировках. Okay, and they lose the ball. И они теряют мяч при передаче в этой ситуации, в этой позиции. They make mistakes because they do not know how to pass or because they do not know where to stay and how to play without the ball. И сейчас вопрос, они сделают ошибку, потому что они не знают, как отдавать передачи, или они не знают, куда и где находиться при том, когда они отдают передачу. It is clear that they make mistakes because they do not know how to play without the ball and where to stay on the court to have correct angles. И сейчас четко и ясно, они не знают, как играть без мяча и не знают, где находиться в правильной позиции для того, чтобы получить передачу, удобную передачу. So my first problem is to correct the position and angle. Моя первая проблема, наиболее важная, сделать коррекцию позиции. After we correct techniques of passing. И после этого делать коррекцию техники передачи. But this is a very easy example to show you that if I don't know what to teach and where to look for mistake, I'm not good coach, I'm not good professor. Это очень простой пример. Вы увидели на этом примере, что если я не знаю, чему обучать или на что обращать внимание, на какие детали, то есть это означает, что я недостаточно хороший тренер и не знаю, чему правильно учить игроков, то есть они будут продолжать совершать ошибки. Good coach, like good professor, always knows where to look for mistake. И хороший тренер, он как профессор, он всегда должен знать и уметь определить ситуации, где он увидит ошибки и чему правильно обучать игроков, чтобы они не совершали. Good professor is never surprised by mistake. И хороший профессор никогда не удивляется, он никогда для него не является сюрпризом, когда происходит ошибка. He sees the mistake 1 second before. Потому что профессор видит ошибку за секунду до того, как она происходит. And then he should know how to correct the mistake. И после этого он должен знать, как сделать коррекцию, как исправить эту ошибку. So let's progress. We discussed 1.5 hand. Okay? Сейчас мы обсуждали, как отдать передачу 1,5 двумя руками в конце одна. То есть право и лево. Правую и левую сторону. Then we discussed manual step. Потом мы обсуждали, что мы хотим использовать ноги и делать короткий шаг в сторону передачи. To create angle. Чтобы создать угол. And и плюс. Not only to create angle, but also to be aggressive. Look. Не только создать угол, но также быть агрессивным. If I make step, I can cut immediately.
Вот смотрите, если вы делаете короткий угол, отдаете передачу и видите, что защитник не реагирует, остался в той же позиции, вы можете делать скрин и практически уже обыграли защитника. So I can attack aggressively. Вы можете агрессивно атаковать своего защитника. If he's pressing and I make pass without stepping, если он прессингует, вы даете передачу без короткого шага, то есть вы находитесь на одной линии с защитником, и если вы будете атаковать его, это будет фол нападения. now he always has advantage. И всегда защитник будет иметь преимущество. But if I can make this and cut, I probably receive a foul. Но если вы сделаете короткий шаг, передачу и рывок, то очень тяжело защитнику остановить вас. Он, если будет пытаться остановить движение, это будет фол. Or for sure, I maintain advantage. И естественно, то есть вы получаете преимущество. Или вы создали преимущество тем самым. And you all know that basketball is a sport where things happen like this, like wheel. Okay? Мы все знаем, что баскетбол это как колесо, потому что в нем происходит действия с переменой, постоянно меняются, но они повторяются. Как получается, если сравнить, мы можем сравнить с колесом. In good basketball action, one thing begins when another thing is finished. В хорошем баскетболе одно что-то начинается, когда другое что-то заканчивается. In bad basketball action, you see, pip, and when this is finished, pip, and when this is finished, pip. Когда плохое баскетбольное действие, оно получается, как вы видите, прерывается. Одно действие начинается, останавливается, потом другое. То есть оно не вытекает одно из другого. Это получается как рваный ритм, и это плохое действие. Good basketball action is like music. No, Это как музыка. Sense of the rhythm of the action is given by this very simple thing. You finish one thing and you start immediately another one. И ритм вы можете найти и создать из того, что вы это объяснил. Вы заканчиваете одно действие и тут же начинаете слитно переходите в другое. One player is getting open to receive the ball, and when he's coming, I already make pass. So they arrive together. И вот простой пример. Нет, игрок, нет. Простой пример. Вы должны отдать передачу, чтобы мяч встретился с игроком одновременно в удобной позиции. Нет, now pass. Сейчас совершенно другая ситуация. Это же ошибка или будет даже не ошибка, то есть у него будет неудобная позиция для атаки, потому что защитник придет с ним, и практически он не имеет преимущества. То есть передачей вы можете создать удобную позицию для партнера. Get open. Now, if Alessi and the ball arrive together, now Alessi has possibility to have advantage on the defense. И сейчас вот, если вы отдаете правильную передачу, то у него есть преимущество перед защитником. Ball arrives after, now there is no advantage. И сейчас вот, два действия. И если вы даете правильную передачу вовремя, он имеет преимущество, так как защитник отстает от него на шаг или на полтора, и он может его или обыграть на встречном движении, или произвести бросок. Во втором случае защитник приходит вместе с ним, перекрывает эту передачу, то есть ему заново надо обыгрывать 1 на 1. То есть вы вашей передачей можете помочь партнеру. And you all know that if he's good player, maybe he create advantage. И вы все знаете, если он хороший игрок, может быть, он создаст преимущество. If he's not good player or good athlete and tries to create advantage, если он не очень, недостаточно хороший игрок, но хороший атлет и будет пытаться создать преимущество, now he will force the situation and probably make mistake. но тогда он будет форсировать ситуацию и, возможно, сделать ошибку. Is this enough clear to everybody? Достаточно четко и ясно для всех. I hope this is not complicating your vision of basketball. Я надеюсь, что я не разрушил ваше видение баскетбола. I give you one more example. My team, my commander, most of my players are not quick players. И я вам объясню один пример. В большой команде ЦСКА большинство игроков не такие вот быстрые атлеты. Maybe only Shishkaukas and older are quick players. И может быть два игрока, Шишкаускас и Холден, они быстрые игроки. We look
fast in after offense because we pass well the ball. Наша команда выглядит быстро в позиционном нападении, потому что мы очень правильно и быстро отдаем передачи. И знаем, куда отдавать передачи. We create advantage with the pass. Мы создаем преимущество с передачами. So our player, most of the time, have 1 second of advantage. И наши игроки, те, которые получают передачу, они имеют 1 секунду преимущества. The quality of our passing is the quality of our game. И качество наших передач – это и есть качество нашей игры. You all understand that, to give you an example. Вы все понимаете, я сейчас приведу еще один пример. If Leno received the ball in this situation, with his defender there, если Лэнко получает в этой ситуации передачу, and when he received the ball, he has defender who is running to him. He can make this, and sometimes this. и если у Трейджана есть преимущество 1,5 метра, и игрок бежит на него, он может сделать действие, которое я только показал. But if we give the ball to Trajan, when defender is already here, now for him it's not easy to go like this. Но если мы дадим передачу ему, когда защитник уже пришел к нему вплотную, сейчас для него сложнее ситуация. Он не может это сделать то, что было в первом случае. То есть он должен совершать совершенно другие действия. So how can you help your player to become faster and have advantage? А как вы можете помочь своим игрокам выглядеть быстрее и иметь преимущество? Teaching him where to stay on the court. Обучать их, где находиться на площадке. And passing the right moment in the right way the ball. И давать передачи им в правильные моменты, в правильной ситуации. So we progress. There is another important thing about techniques, which is why and how to use bounce pass. И сейчас мы переходим к следующему. Когда и где надо отдавать передачу от пола. Poi Anatoly indicazione. Stata Anatoly Run full speed. Run full speed. Yes. Go bien. Run and finish fast. Run. Again. Run. Понимаешь difference? Понимаете разницу? Okay. A lot of difference. Очень большая разница. First moment when I wanted bounce pass. Первая ситуация, когда я хочу передачу от пола. Я хочу bounce pass. Только bounce pass in this situation. В этой ситуации только исключительно то, что передача от пола требует. Final pass to a player who is running full speed must be on the floor. Финальная передача игроку, который на полной скорости идет к кольцу, в быстром прорыве или в переходе от защиты к нападению, обязательно должна быть передача от пола. Это закон. Because it's very difficult to coordinate in full speed and receive the ball. Потому что очень тяжело координировать тело на полной скорости, как бы то ни было высоким игрокам или маленьким игрокам. That's it. Right. This is much more difficult. Ask me. Передача по воздуху более сложная в такой ситуации. Okay? Second reason. Play a little bit of that from there. Weak side head. Okay? Давай, go! That's it. He can control his body. Control the weak side head without being afraid to lose the ball. И вторая причина. Игрок может контролировать свое тело, контролировать помощь со слабой стороны, которая пойдет от защиты. И без какого-либо риска потерять мяч. You don't need to be professor of physiology to understand that if I am running full speed and I put all my visual attention and nervous attention on the ball, I cannot see him coming and I cannot see anything else.
И не надо быть профессором физиологии, чтобы знать, на полной скорости игрок, который полную концентрацию делает для зрительного и нерва, который он обращает все свое внимание на мяч, то есть практически он не видит помощь, которая пойдет со слабой стороны, и он имеет риск потерять мяч. This is why, especially to большой игроки, when they run full speed, особенно большие игроки, we want to give them bounce. мы хотим им отдавать передачу финальную от пола. Second moment, when we want bounce pass. И вторая ситуация, когда мы хотим передачу от пола. Тоже эта ситуация, я хочу bounce pass. Okay? It's not choice for the player. It's rule. It must be bounce pass. Это не выбор игроков, это правило, это закон. То есть должен в двух ситуациях быть передача, должна быть от пола. Play defense pushing him on the side. Understand? Like this. Give me the ball. Push. Bravo. Every time defense is pushing, okay? Всегда, когда защита выдавливает нападение, это максимум effort. Push! Еще раз. Push! That's it. Еще раз. Push him on the back. Push him on the back. On the back. Push! Excellent. Now push. Strong. Again. Push him on the back. Now, see? You see the difference? Сейчас вы видите разницу. Смотри, пожалуйста. He's pushing, okay? Here, master. And I catch it here. Разница в позиции, где вы получаете мяч. Вы получаете глубоко и там, где вы хотите получить. Когда... If he press the ball in the air, I must probably jump and look what happens every time. Если передача пойдет по воздуху, я должен прыгать. Смотрите, что происходит. Я 2-1,5 метра выше получаю мяч. I receive the ball like this. So, put me on the back. I receive the ball like this. So now I must do this, and after I can start playing. И я получаю не очень удобную передачу по позиции, потому что я вытянулся во весь рост, и я должен занять удобную позицию для того, чтобы начать атаковать своего защитника. И я теряю время, теряю пространство 1,5-2 метра, по этой причине должна идти передача от пола. Второй. If he makes bounce pass and he's pushing me, I know that when ball touch the floor, I can release my push because he's pushing me and I push him. Okay? Здесь как борьба. Защитник выдавливает нападающего, нападающий должен выдавливать защитника. So now when the ball touch the floor, Когда мяч касается пола, вы должны оставить контакт и сделать небольшой шаг навстречу к мячу. Для того, чтобы... То же самое позиционирование нападающего. If the ball is coming like this, I never know when stop pushing it. Если вот сейчас разница идет от пола, вы знаете, когда оставить контакт и взять мяч. Когда, если мяч пойдет по воздуху, то нападающий никогда не знает, когда оставить контакт, потому что ситуация сложная для нападающего. And if I release the pressure too early, и если я оставлю контакт очень раньше, чем это требуется, if I release too early, you see, he comes with me. То есть я оставляю защитника, защитника из пространства, он идет с вами и перехватывает этот мяч или затрудняет передачу. I don't need to explain to you that when you go to play in other places, and they play out of Moscow, and they play very aggressive defense on you, you need to use the fundamentals to make safe pass every time. Не надо вам объяснять, когда вы едете на выезд и играете не в Москве, а на выезде, защита еще агрессивнее, и вам надо научиться использовать фундаментальные вещи, которые будут ваши игроки уметь сохранять мяч и как терять мяч в этой ситуации. How many times you see a situation like this? Big man opposite from the ball comes to the middle and he steps in. Night игрок,
Behind the ball there, boom, okay? Артем хороший игрок, но всегда забил все. А? Можно концентрация? Давай, еще раз. Давай. You see? This happened 10 times again. You want to give the ball to your big man. His defender push him on the back. Arbiter, смотри девушки, and you lose the ball. Huh? So, timing, I get the ball, step in front, and I make this. Okay, bravo. Because last маленький деталь. Потому что последняя маленькая деталь. Remember what I said at the beginning. Помните, что я сказал в начале. You must know who you pass the ball to. Вы должны знать, кому вы отдаете передачу. If you pass the ball bounce, you help your man to drop his legs. Если вы отдаете передачу от пола, вы помогаете вашему партнеру согнуть ноги. If you pass the ball here, you help him to go like this. Если вы отдаете по воздуху и высоко, то, естественно, вы помогаете выпрямить ноги и прыгнуть, и чтобы он получил передачу в таком случае. So especially большой игроки, you want them. И особенно большие игроки. Or you want them. Что вы хотите, иметь их в позиции с согнутыми ногами в удобной позиции или выпрямленными, не имея баланса позиции. Okay? Very good. Now, so we discussed about 1.5 end, we discussed about the step, we discussed about when to make bounce test. И сейчас мы обсуждали вещи, вспоминаем. Одна из половин вспомогательной руки, маленький короткий шаг делаем, когда идет передача, и когда использовать ситуацию передачи от пола. Now, two last small things that for me are very important in passing. Сейчас последние две вещи, которые наиболее важны для меня в ситуации передачи. It's very important that we start understanding when we play that we, as offensive players, we want to look at the defensive players. И очень важно, когда мы начинаем играть, мы должны уметь смотреть, как нападающие игроки, смотреть, что делают защитники, что делают, какие действия защитники. If I am offensive player here. Если я, игрок с мячом, нахожусь в нападении в этой позиции, slowly. Now, go on the screen. Let it go. Now, if I have the ball here, and Alexei is coming, stop. I cannot wait for Alexei to be there to understand what pass I need to make. И сейчас у меня нет возможности ждать, пока Алексей займет позицию под 45 градусов, чтобы потом отдать ему передачу, или чтобы понять, какую передачу ему надо отдавать. Like real situation, we make screen for shooter, Мы делаем заслон для снайпера. Nikita goes right into the screen. Сейчас Никита попал на заслон. If I make pass when Alexei is already there, Nikita arrives with the ball. Если я отдам передачу, когда Алексей под 45 вышел высоко, то Никита успеет занять позицию. But if I have Yoga to get there with the ball, it's a shot that we got. Но если я отдам чуть раньше передачу и Алексей и мяч встретятся в этой позиции, то тогда мы помогаем Алексею сделать бросок свободный без сопротивления. But who tells me what pass to make is Nikita. Но кто мне сейчас дал подсказку? И потом Андрей Волонцевич. Куда отдать передачу, это Никита. Boom, okay, we have a advantage. Because when Alexei starts, Alexei, делай шпика, пожалуйста, как всегда, браво. Boom! Now, you understand that if defense is close, Но вы понимаете, если защита близко находится, where I make pass? куда я должен отдать передачу? We are all good coaches know away from the defense, far from the defense.
все тренеры хорошие знают, So что if defense is here, I make press there. на дальнюю руку от защиты, Sure. чтобы защитник не перехватил. Where defense cannot arrive. But if defense is far, where I make press? Но если защитник находится далеко, куда я даю передачу? To the hand of the shooter. В руки, на грудь, прямо в руки даете снайперу, чтобы у него было время для подготовки к броску. Look the difference. Basket, shooter. Смотрите разницу. I get completely open because my man made defensive mistake. Сейчас это снайпер, и он открытый абсолютно, потому что защитник сделал ошибку. Это или это? Какая позиция лучше, первая или вторая? Big difference. И это большая разница, в первой и во второй позиции. Второй. Big difference. Big Это difference. очень большая разница. If I am open, Если я открыт, we all know that I need to do this to shoot. мы все знаем, что я должен сделать вот это some действие для атаки. shooter like this. Ну, иногда снайперы предпочитают другую остановку. But anyway, defense is not here. Defense is late. Но в любом случае защита, она не находится рядом с нами. Они опаздывают, или кто-то попал на заслон. То есть вы сейчас открыты. So we don't lose advantage making the pass on the outside shoulder. Мы не теряем преимущество передачи, не отдаем на дальнюю руку, потому что отдав на дальнюю руку, вы потеряете время, и вашему партнеру надо обработать передачу, чтобы взять позицию для атаки кольца. We maintain advantage making the pass to the stomach. So I can do this over the ball. Мы помогаем своему партнеру и даете передачу в район живота. В этом случае вы помогаете своему партнеру, он сразу же готов к атаке. Ball is arriving, and I cover the ball and shoot. Мяч прилетает, вы выходите навстречу к мячу и уже готовы к атаке. If I have advantage, I don't want to force my good shooter to catch it here Если and then do this. я имею преимущество, я не хочу отдавать передачу снайперу, сейчас как показал, который вот в этом случае, отдавать на дальнюю руку для того, чтобы он потерял время и потерял позицию для атаки. И защитник успеет занять позицию. It's like, for example, when we attack the zone. Например, когда мы атакуем зону, Middle of the zone, side of the zone. The ball is there. High pitch. Okay? And boom. Use the high post that you take away my shot. Okay? How many times you see this action? сколько раз вы видели эту акцию, очень много The раз. offense reverse the ball. Defense wants to take this, advantage is there.